Газете «Студия», печатному изданию Университета Туран, исполняется 30 лет. Первый номер газеты вышел в январе 1996 года. Это годы выдающихся перемен и свершений, первые годы независимости Казахстана, первый негосударственный вуз страны. Через пару лет в Университете Туран появляется уникальное студенческое издание с креативным названием «Студ и я». И вот первый номер газеты «Студия». На первой полосе статья «Смело в свободное предпринимательство». В студенческой жизни университета произошло одно из выдающихся событий. Команда студентов Турана принимает участие во всемирном движении САИФ «Студенты в свободном предпринимательстве». На международном соревновании в Бишкеке в марте 1996 года команда студентов университета Туран завоевала приз «Успех» за самый социально ориентированный проект. Создание студенческой газеты «Студия» – еще один проект команды САИФ. Туран получает грант от американской благотворительной организации Mercy Corps International, которая занимается поддержкой гуманитарных проектов. Газета позволяет держать в курсе событий. Это приобщенность к деятельности, к сообществу студенческой жизни имеет огромное значение. И когда вот наши ребята пришли, хотим создать, мы полностью поддержали. Я, как работаю с молодежью, мы понимаем, это должно быть. Не только студенты, но и коллектив у нас огромный сейчас. 34 год пошел, большая история. И в этой связи газета, конечно, имеет большое значение. Я думаю, интересно, кстати, есть интересные авторы, неожиданные какие-то факты узнаешь. Газету создают сами студенты. Это их инициатива, которую поддержало руководство вуза. По содержанию дерзкая, с духом максимализма на каждой странице, с подборкой анекдотов и поэтических строчек. В ней так и витает дух свободы и перемен, как и вся атмосфера легендарных 90-х. В 1997 году университету Турана исполняется 5 лет. За это время наш университет выпустил более 2500 студентов. Из них 79 экономистов, 79 менеджеров, 83 юриста и 29 специалистов по туризму. 1998 год. Номер 19 газеты «Студия». Газета «Студия» публикует очень интересный факт. Научная монография проректора по науке университета Алиева «Общедисциплинарная теория науки». Фонд «Сорос Казахстан» приобрел эту книгу в количестве 300 экземпляров. Первые номера пестрили экспериментами. В одном из социальных опросов об отношении к негосударственным вузам страницы газеты «Студия» словно взорвались эмоциями. «Турану быть Гарвардом», уверенно говорил в своем интервью преподаватель философии и культурологии Олег Борецкий. Но были и осторожные ответы о том, что время покажет. За эти годы сменилось 22 главных редактора. 22 человека поработали главным редактором. И более 150 тематических рубрик. И они плавающие. Закономерность отслеживается такая. Например, если в редколлегии работали студенты, тогда был факультет туризма, то крен шел в область туризма. В основном материалы были о туризме. Был факультет бизнес-менеджмента. Когда приходили эти студенты, то они больше писали о бизнесе. Но надо отдать должное. Я провел аналитику по всем выпускам за эти годы. Колоссальную работу, огромную, сделали туристы. В свое время, начиная с первых изданий и до сегодняшнего дня, больше всего публикуются они. Самый продуктивный студент, выпускник, он и магистрант университета Туран, он писал всегда о туризме, это Илья Зорин. То есть он вне конкуренции. Среди преподавательского состава это профессор Кораблев Валерий Анатольевич, который в какие-то моменты почти вся газета делалась ими, они полностью делали. И сейчас эта добрая традиция продолжается. Воколов Владимир Николаевич, директор НИИ туризма, на данный момент самый продуктивный и самый пишущий.
время показало, что вуз, созданный блестящими выпускниками Казахского государственного университета, известными учеными-экономистами Алшановым, Тазабековым, Алиевым, станет в числе выдающихся учебных заведений независимого Казахстана. И формирование внимания общественности это способствует не просто престижу, авторитету университета, одновременно для привлечения молодежи. Абитуриентов через газету узнают, через родителей. Поэтому не всегда есть возможность пройти, просто по коридору можешь пройти, но за день, за два не узнаешь это всего. А это происходит, все-таки история большая. Много аспектов происходит, много людей интересных. Какие-то разные конференции проводим, мероприятия проводим. Поэтому я думаю, для разнообразия, для того, чтобы молодежь знала, какая наша богатая атмосфера происходит, для того, чтобы показать разнообразность жизни, а молодежь живет, посмотрите спорт у нас, как называется, какие у нас дебатные клубы. Просто невероятное количество. Многие наши студенты сегодня конкурируют с ведущим университетом страны. Выезжают за рубеж, какие спектакли ставят. Просто невероятно. Я сам поражаюсь каждый раз. Какие-то инновации появляются, какие-то интересные события. И вот газета отражает это все. Позволяет глубже узнать разносторонне, чем живет университет, чем живет молодежь. В 2005 году в журнале «Студия» появилась новая рубрика. В университете Туран, одном из ведущих негосударственных учебных заведений в Казахстане и Центральной Азии, в новом учебном году открывается специальность «Журналистика». На базе кафедры журналистики университет будет готовить следующих специалистов. Журналист-международник, менеджер по рекламе, специалист по связям с общественностью и журналист-правовед. В данный момент это корпоративное издание, бизнес-направление, бизнес-журналистики относится. И мы со студентами, конечно, сотрудничаем, работаем. Но изначально, я признаю, она была полностью студенческой во всех смыслах. Естественно, студенты в производстве газеты активно участвуют. Они проходят здесь практику, немаловажный фактор. Да, и они понимают, что даже попасть в эту газету очень тяжело. Потому что идет достаточно жесткий отбор, не только по качеству материала, но и тематически надо угадать. Мы же тематически подбираем. Раз в год первый курс проходит здесь практику и оставляет, скидывает нам все материалы. Мы потом в течение года их отбираем. Так как учредителем является университет Туран, мы являемся очень важной базой практики. То есть мы реально учим студентов писать. И, так скажем, чудо заключено в том, что они замешивают муку, мы делаем, так скажем, макет, выпекаем, и они видят плоды. То есть вот они могут в руках подержать бумажный вариант, потом электронный, прочитать свой материал. И для многих это самая первая публикация в жизни. Она их очень вдохновляет. Это мой первый опыт, моя первая публикация. Я узнала о ней благодаря тому, что я учусь в Туране, и здесь проходила моя практика. Я искренне очень благодарна тому, что существуют такие студенческие газеты, потому что у меня нет опыта, понятное дело, меня никуда бы не публиковали, а здесь у меня есть возможность впервые показать, так сказать, свой скилл, как я пишу, чему-то научиться на своих ошибках. Сам главный редактор Асхат Салихович, он также поделился и своим опытом, что очень-очень важно для меня, для моего будущего. Я узнала много полезных советов, что мне также пригодятся, и я на самом деле очень-очень благодарна, то, что вот взяли мою статью, буду публиковать. Стремительный рост университета Туран, его успехи и процветание отражаются на страницах газеты «Студия». Газета становится цветной, с гламурной обложкой. Я работала главным редактором студенческого журнала «Студия» где-то в 2017 году. 2017, начало, может быть, 2018 года, около 2 лет. И я тогда поняла, что любой продукт печатный, он тоже во многом зависит от дизайнера. И мы превратили газету «Студия» в журнал, причем мы превратили его в немножко такой гламурный журнал, потому что на тот момент это было интересно самим студентам. А мы, конечно же, студентоориентированные все.
При этом сам этот журнал создавался в рамках дисциплины введения в журналистику, которую я ввела, и мы параллельно учились собирать информацию, учились работать с ней и упаковывали ее в такой продукт. Почему для студентов это важно? Потому что они не просто работают в стол, а они видят потом результаты своего труда в этом продукте. Мы, как я уже сказала, превратили газету в журнал, потому что нам это было интересно, и ребятам было интересно. И мы действительно сделали его цветным, добавили красок в эту жизнь. И это вот один из самых моих любимых выпусков, потому что здесь такая вот прекрасная студентка Балауса Толиген, которая была одним из лидеров дебатного клуба в университете Туран. И оказалась еще не только умной и красноречивой девушкой, но еще и очень красивой. И вот мы сделали из нее такую немножко гламурную красавицу, и вот так вот оформили эту обложку. И ребятам было интересно держать это в руках, листать, и им было к чему стремиться. И, конечно же, на обложке журнала «Студия» появлялся не просто обычный студент, а студент, который чего-то добился, человек обучающийся, человек образованный и человек, стремящийся к каким-то определенным целям. На страницах газеты «Студия» запечатлена вся хроника достижений вуза. Все важные вехи богатой истории университета. Первый гимн, первый КВН, первый конкурс красоты «Мисс Туран», ставший традиционным, открытие инновационных лабораторий, бизнес-инкубатора, дебатные клубы, высокие спортивные достижения, посвящение в студенты, издание первого и уникального энциклопедического справочника единственной в республике казахстанской книги рекордов. В настоящее время университет Туран стал могущественной корпорацией с колледжами, филиалами в Астане, Узбекистане, с образовательно-оздоровительным комплексом Тау-Туран. В каждом выпуске яркие дела и свершения. Университет, который назван в честь древнего тюркского государства Туран, располагается в самом центре культурной столицы Казахстана – Алматы. Сегодня вуз стал одним из знаковых мест мегаполиса. У входа в здание Международной образовательной корпорации Туран студентов встречает величественная скульптура легендарной принцессы, дочери Турана Турандот. Вся яркая палитра событий, успехов и достижений всегда будет запечатлена в университетской газете «Студия».